14 миллионов рублей. Якутский городской суд рассмотрел дело бухгалтера СВФУ. Мнение владельца: в Нерюнгринском районе продолжается расследование Роспотребнадзора. Какие сюрпризы ожидают малышей? В Алданском районе идет ремонт детских садов. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Бухгалтер Северо-Восточного государственного университета несколько лет подряд обкрадывала образовательное учреждение, пользуясь служебным положением. В ее обязанности входило начисление стипендий, пособий, денег на питание студентов-сирот и другие обязанности, связанные с финансами. Общая сумма причиненного вреда составила 14 миллионов рублей. Ее дело рассмотрел Якутский городской суд. В течение длительного периода времени ею с использованием банковских счетов пластиковых карт, оформленных на имена своих родственников и отчисленных студентов университета, путем незаконного начисления стипендий и иных выплат, путем внесения ложных сведений в платежные ведомости, а также иными способами похищено более 14 миллионов рублей. Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал женщину виновной в совершении преступления и с учетом полного признания вины и частичного возмещения причиненного вреда, положительных характеристик, отсутствия судимости, назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Кроме того, судом удовлетворен иск образовательного учреждения о возмещении причиненного ущерба на сумму более 13,5 миллионов рублей. В правительстве страны предложили дать право губернаторам следить за госзакупками лекарств с помощью системы маркировки. Речь идет о доступе к данным, записанным на метках препаратов, о дате и месте производства, цене, местонахождении в реальном времени. С инициативой расширить полномочия региональных властей выступил Минфин. Эксперты считают, что так субъекты смогут следить за эффективностью закупок для лечебных учреждений. Между тем, в 42 квартирах в Нерюнгринском районе Якутии отключат горячую воду. Как сообщают в Нерюнгринской ГРЭС, к такой вынужденной мере компания прибегает из-за долгов более чем 3 миллиона рублей. В компании отметили, что 180 потребителей, получив уведомление об отключении горячего водоснабжения, внесли в кассы теплосбыта более 1,5 миллиона. Также сообщили, что о крайних мерах собственников уведомили заранее, поэтому должники имели достаточно времени для решения проблемы. Так компания могла заключить с ними соглашение о реструктуризации задолженности. Лето, пора ремонтов. Часть детских садов закрывается на ремонт. Через несколько недель дошкольные общеобразовательные учреждения вновь примут воспитанников, а в других садиках начнутся отделочно-реконструкционные работы. Какие сюрпризы ожидают малышей в Алданском районе, узнали наши корреспонденты. В детском саду «Снежинка» простой недопустим. Через 2 недели садик должен принять воспитанников. И все работы, которых осталось еще немало, необходимо закончить. Впрочем, 1,5 десятка педагогов, работающих на ниве ремонта, убеждены, они все успеют в срок. Зимний сад полностью преобразился. В игровых и спальнях произведены побелка и покраска. В нескольких группах заменена сантехника и перестелен линолеум. Осталось кое-где доклеить обои и отремонтировать мебель. Все успеваем, все работаем, все в текущем режиме, без аврала. Все успеваем. Вот стирали ковры, погода подвела, но я думаю, что будет погода, еще достираем все ковры наши. Ну, какие не постираем, помоем моющим пылесосом, слава богу, у нас есть. Красим, белим, шпаклюем, двигаем мебель, ремонтируем. Ну, все такие текущие работы. Не так страшен сам ремонт, сколько подготовка к нему и уборка фронта работ. Детский сад «Крепыш» закрылся на 3 летних месяца. В июне большинство педагогов ушли в отпуск. Оставшиеся 4 сотрудницы начали подготовительные работы. Они упаковывают игрушки и постели, передвигают мебель и закупают отделочные материалы. У нас подготовка к ремонту идет. Убираются группы, готовится все, просушка, стирка, все полосы стираем. В «Крепыше», как и в «Снежинке», ремонт ведется силами сотрудников. Алена Ивакова работает в саду 5 лет. Этот ремонт для нее не первый. На амбразуру отделочных работ педагоги и нянечки бросаются ежегодно. Ремонт у нас проходит замечательно. Коллектив у нас сплоченный, дружный. Мы все так быстро делаем, если, конечно, есть материал. С наступлением лета на ремонт закрылись 4 городских садика. Уже в июле они примут воспитанников, а фронт отделочно-реконструкционных работ развернется в 6 детских садах. На лето 2018-го в дошкольных учреждениях района запланированы в основном текущие ремонты. Капитальные работы будут произведены в 2 садах Тамота. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Жительницы Мирного, награжденные знаком «Материнская слава», могут получить помощь по проезду в городском транспорте. Причем начисление производится на весь год. Также льготы могут получить учащиеся школ, кроме летних каникул. Для получения помощи необходимо подать документы в отдел социальной политики городской администрации.
Выпускники Якутского технологического техникума сервиса сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills компетенции «Поварское дело». С помощью видеокамер посмотреть экзамен могут будущие абитуриенты, их родители и контролирующие органы. Готовят еду 3 учащихся техникума, всего их 12. В рамках задания ребятам в течение 2 дней нужно приготовить 6 блюд. За каждое они получают баллы, которые отражаются в скиллс-паспорте. Задание, если посмотреть по сложности, оно дает возможность оценить, насколько у нас у выпускника есть возможность, есть навык, есть умение читать классические, традиционные, разработанные уже рецептуры, насколько он ориентируется в современной подаче блюд, насколько он может придумать свою авторскую подачу, будет ли этот выпускник потом востребован на рынке труда, сможет ли он работать в ресторане класса люкс, ли это будет какое-то кафе, пиццерия, либо какой-то ресторан стрит-фуда. То есть здесь он сам уже выбирает, и работодатель будет выбирать. Эрмитажный кот Оракул Акил предскажет победителя в матче между сборными России и Египта. Новое предсказание Ахилл будет делать в Эрмитаже. Ранее кот предсказал победу сборной России в матче против команды Саудовской Аравии на открытии чемпионата мира по футболу, выбрав миску с кормом, рядом с которой стоял флаг нашей страны. Ахилл не первый раз является оракулом футбольных матчей. В 2017 году он верно предсказал результаты 3 из 4 игр Кубка Конфедерации, которые проходили в Санкт-Петербурге. А пока кот из Эрмитажа только готовится предсказать исход матча, его коллега Лемур уже поделился своим предчувствием по поводу предстоящей встречи. Он предсказал победу сборной России. Подробности в репортаже агентства «Рейтер». Лемур с футбольным именем «Спартак» пообещал успех команде Станислава Черчесова во 2-м матче чемпионата мира против Египта. В сеансе предсказания он предпочел миску с египетским флагом. Обычно считается, что животное таким образом выбирает победителя. У «Спартака» все наоборот. Ведь в прошлый раз он выбрал Саудовскую Аравию, и она проиграла россиянам со счетом 0-5. Я думаю, что это как раз он съел те команды, которые проиграют. Вот. Поэтому будем думать, ждать, смотреть. Наш Лемур предсказал, что получается сборная Франции и сборная Египта, да, будут в проигрыше. Франция играет в четверг против Перу, а матч России-Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник. Накануне встречи россияне с 3 очками занимают первую строчку в группе А, опережая Уругвай по разнице мячей. В Москве отметили главный праздник лета. Эсэх провели в санатории Бес-Чегда. Яркая солнечная погода добавила праздничного настроения. По традиции все началось с обряда очищения. Подробности у наших корреспондентов. Традицию проводить в Москве главный и самый любимый праздник народов Саха продолжает и санаторий Бес-Чегда. Кроме самих отдыхающих, из года в год наступление долгожданного лета отмечают и москвичи. Участие в Эсэхе – это прекрасный шанс прикоснуться к духовной культуре, узнать об обычаях нашей древней земли. Тем отдыхающим, которые были из других регионов, все это было очень интересно, и они с удовольствием снимали и фотографировали национальные костюмы, и песни национальные, и танцы. Я думаю, что это замечательно, когда есть такая возможность не только вот соблюсти традицию народа Саха, но и привнести свой вклад в дело просветительства. Ясная солнечная погода добавила праздничного настроения. По традиции Эсэх открылся главным обрядом торжества – обрядом очищения. После прошла национальная обрядовая церемония Алгыс. Уникально то, что все мероприятие было организовано самими отдыхающими. Украшением торжества стали матери-героини, талантами которых все были восхищены. Гости праздника попробовали якутские оладьи, саламат. Желающие смогли отведать и священный напиток кумыс. Все, кто поучаствовал в этом празднике, соприкоснулся с Якутией и уже никогда не забудет, что есть такой национальный праздник Эсэх – встреча лета. Завершилась церемония Асохаем, и, как всегда, этот энергетический танец-ритуал создал теплую атмосферу единения.
Мы верим, что после этих праздников к нам приходит лето. Мы действительно верим в этот национальный праздник и с удовольствием посещаем его. Традиции якутского народа вызывают все больший интерес со стороны жителей столицы. Санаторий очень хороший. Я здесь живу давно. 30 лет уже, всех знаю. А праздник просто замечательный. Я первый раз в жизни вижу такое. Так что очень интересно, необычно. В Якутии я так читаю, смотрю, интересуюсь. Именно такие живые события помогают москвичам больше узнать о неповторимой культуре земли Аланхо. Они открывают для себя новый интересный мир. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.